Это Сармат. Это что за лошадь? Это Сармат, владелец Рустам Тангиев. Не модельной походкой от бедра, а дерзко, с бараньей упертостью, но по-своему грациозно проходят перед зрителями четвероногие участники выставки. Крылатое выражение про бараний вес здесь теряет свою актуальность. 45 и даже 60 килограммами веса тут делать нечего. Состязаются в упитанности, росте и грации настоящие гиганты, представители гисарской и арашанской породы овец. Метр 9. Гисарская порода считается самой крупной в мире. Название получила по местности, где ее разводили в Таджикистане. Какая грация, какой курдюк! Шутливо комментирует прохождение парнокопытной модели ведущий не случайно. У корня хвоста овец этой породы скапливаются подкожные жировые отложения в виде подушки массой 15-20 килограммов. Впервые гисарская порода была описана в 1927 году, а арашанская была выведена путем скрещивания гисарской и кыргызской грубошерстной пород. Работа селекционеров продолжалась с 1970 по 2021 год. Всего 4 года назад породу официально зарегистрировали. Овцы породы арашан выведены специально для мяса сального использования. Они достигают ростом 110 сантиметров, а весом от 100 до 220 килограммов. На импровизированную сцену перед зрителями в именной накидке выходит балбес. Кличку он получил за слишком непокорный нрав даже для барана. Этот парнокопытный участник выставки весом взрослого крупного мужчины является ягненком. Он в младшей возрастной группе. Ее здесь ласково называют «молочные зубки». У балбеса замеряют вес и рост – 128 килограммов и 95,5 сантиметров холки. Овцы гигантских пород требуют внимательного к себе ухода. Единственная проблема тут это клещ, но мы справляемся с этим. Разные лекарства у нас есть и колем, пропаиваем. Немного обходит в весе и росте балбеса сын Дизеля. На выставке, как и положено, важна родословная. Этот барашек набрал в весе 133 килограмма и в росте 97 сантиметров. Семья Тангиевых привезла на выставку 3 сыновей Дизеля. Никаких сложностей в разведении гигантских пород овец для себя заводчики не видят. Да, отец уже занимается разведением овец уже более 8 лет. Там около 200 баранов сейчас. А так сложного нету ничего. Если кормить, нормально. Вес 152 килограмма. 152 килограмма. Владелец Тангиев Рустам, сын Дизеля по кличке Дизель. Возраст 1 год и 8 месяцев. Первая всероссийская выставка овец гигантских пород привлекла участников из Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Осетии, а также Калмыкии и Тамбова. Продемонстрируют перед жюри свои данные около 200 овец. Владелец скотного рынка в Сунже уже не первый год выделяет для выставки барашков территорию бесплатно. Только раньше состязание носило региональный характер. Теперь смотр парнокопытных принял всероссийский уровень. В прошлом году мы на опыте это увидели, что очень много людей заинтересовались овцеводством, начали развивать овец. Подчеркну, что именно эти овцы являются на всей планете самыми крупными. Это самая лучшая и самая дорогая порода. На первой выставке лидером среди абсолютного веса, среди абсолютки был слон. И подчеркну, что в России это был зарегистрирован самый большой вес среди овец. 211 килограмм он здесь показал. Самый тяжелый кашкай в России. Пока в России был, да. Пока его никто не побил. Нехотя выходит на взвешивание, а точнее его подталкивают, слон. Вес этого барана составил 207 килограммов. Немного сдал в сравнении с прошлым годом, однако все равно в своей возрастной категории остался лидером. Этот барашек приехал в Ингушетию из Калмыкии. Его владелец Магомед Саид Амаров чаще всего закупает овец в Чечне и Астрахани. Приехал на выставку не только своих барашков показать, но и чужих посмотреть, а возможно и прикупить. Впервые участвую. Я в прошлом году узнал, что здесь выставка. В прошлом году не получилось приехать. В этом году приехал, я своих тоже что-то привез. Есть очень хорошие бараны здесь. Не смотрят на вес и рост лишь в одной возрастной категории – ягнята, которым несколько месяцев от роду. Их будут судить по красоте. Такая выставка гигантских пород овец со столь мощными парнокопытными участниками, безусловно, впечатляет. Она может стать толчком к развитию овцеводства не только в регионе, но и в стране в целом. Анастасия Шишина, Султан Магушков, Магаз 24.